Анна Щербакова заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования завершились в Челябинске. Спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 264,10 балла. По сумме двух прокатов она показала баллы выше мирового рекорда, но результаты не будут ратифицированы, так как чемпионат России проходил не под эгидой Международного союза конькобежцев. В соревнованиях спортивных пар победу праздновали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, получившие 228,23 балла по сумме двух прокатов. Хоккеисты молодежной сборной России со счетом 5-3 выиграли у команды США в первом матче группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне. В составе россиян дубль оформил Василий Пономарев. По одной шайбе забросили Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов. У американцев отличились Кэм Йорк, Джон Фариначчи и Тревор Зеграс. Напомним, российская команда выступает в группе «Б», где помимо США с ней соперничают команды Швеции, Чехии и Австрии. Во втором туре россияне сыграют с чехами. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Илья Ковальчук перешел в омский «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба российской команды. Соглашение с 37-летним хоккеистом подписано по схеме 1+1. До столичного клуба россиянин выступал за Лос-Анджелес и Монреаль, также выступающих в НХЛ. В составе «Вашингтона» Ковальчук в минувшем сезоне провел 15 игр, в которых забросил одну шайбу и сделал 4 ассиста. Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи. Футболисты «Арсенала» на своем поле одержали победу над Челси в центральном матче 15-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе канониров отличились Александр Лягазет, Гранит Джака и Букайо Сака. Единственный мяч гостей забил Тэмми Абрахам. «Арсенал» прервал безвыигрышную серию в матчах АПЛ, которая составила 7 матчей. Команда занимает 14 место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Пенсионеры идут на 6-й позиции, имея в активе 25 пунктов. В следующем туре «Арсенал» на выезде встретится с Брайтоном, а Челси на своем поле примет Астон Виллу. В Якутске подвели итоги спортивного 2020 года. По итогам народного голосования лучшим спортсменом по адаптивным видам спорта была признана заслуженный мастер спорта России по плаванию Анастасия Диадорова. Премию «Лучший спортсмен года» по национальным видам спорта получила мастер спорта России по масс-рестлингу Екатерина Белолюбская. В номинации «Лучший спортсмен года по неолимпийским видам спорта» победу праздновала международный гроссмейстер Матрена Наговицына. Лучшим спортсменом года по олимпийским видам стала Сардана Трофимова, которая в текущем году выиграла московский марафон и чемпионат России по марафону. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!